Олег Мусасович, как известно, 1 октября у вас была встреча с одним из авторитетнейших, мудрейших политиков Сергеем Лавровым, который, в общем-то, знает все глобальные геополитические процессы, также региональные, локальные, наверное, на любой точке планеты. Он знает положение дел. Это, на самом деле, очень уважаемый человек сегодня в мире. Расскажите нам о состоявшейся встрече. Мы из новостей видели такой информационный репортаж, краткий. Вот подробно, в подробностях, какие вопросы обсуждались. Там у вас была встреча потом и с 3 делегаций, с министром Южной Осетии, помимо официальной встречи уже и на обеде. Какие вопросы наиболее важные затрагивались в этой встрече? Действительно, я соглашусь с вашей оценкой. Абсолютно созвучно моему пониманию и моим убеждениям. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, действительно является объективно, является, я думаю, дипломатом номер 1 в мире. Это авторитетнейший, опытнейший руководитель, который уже много лет олицетворяет в серьезном значении этого термина внешнюю политику Российской Федерации. Это человек, для которого нет секретов в мировой дипломатии. Это наша 2-я встреча уже с Сергеем Викторовичем. Как известно, она состоялась в Сочи 1 октября. Наша делегация прибыла в Сочи для того, чтобы провести переговоры с российской делегацией и подписать план консультаций между Министерствами иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации. Такой план консультаций, забегая вперед, скажу, что он был подписан, и поэтому мы имеем дорожную карту нашего взаимодействия на 2026 и 2027 годы. Наша встреча, сразу хочу на этом акцентировать внимание наших телезрителей, проходила в очень конструктивном, дружелюбном, партнерском ключе. Сергей Викторович начал с того, что поздравил нас с прошедшим за день до этого самым главным нашим национальным праздником, Днем Победы абхазского народа в Отечественной войне народа Абхазии. Мы проинформировали нашего российского коллегу о тех масштабных мероприятиях, которые сопутствовали празднованию Дня Победы, о тех делегациях, которые посетили Республику Абхазия в этот день. Как известно, поздравление президенту Абхазии Бадре Зурабовичу Гунба направил Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Это поздравление на торжествах озвучил наш высокий гость, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владимирович Кириенко. Кроме того, Абхазию посетили губернатор Московской области, губернатор Нижегородской области, и еще был ряд делегаций, которые приехали в братскую Абхазию, чтобы быть рядом с нашим народом в эти праздничные дни и часы. Об этом мы тоже рассказали нашим российским коллегам, делегации Министерства иностранных дел. И дальше обсудили довольно широкий спектр нашей взаимной двусторонней повестки. Это были и вопросы, разумеется, сотрудничества в оборонной сфере, в области скоординированной, как известно, внешнеполитической деятельности между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России. Живой интерес Сергея Викторовича вызвала наша активность, что называется, на внешнем контуре. Он подробно был проинформирован мною о тех визитах, которые состоялись за этот период с нашей первой встречи 6 июня до сегодняшнего момента. А их было несколько таких визитов, и число тех стран, с которыми мы поддерживаем диалог, неуклонно растет.
Не все эти страны, естественно, сейчас признали государственный суверенитет Республики Абхазия, но тем не менее диалог расширяется. Я сознательно не буду акцентировать на деталях, называть конкретные страны, конкретные государства, дабы не предвосхищать события, потому что мы с вами хорошо знаем, что те, кому, так скажем, да, тем, кому это как кость в горле становится, они, конечно, будут противодействовать этим процессам и нашей активности. Разумеется, мы проинформировали Сергея Викторовича и членов высокой российской делегации о тех усилиях, о том союзническом духе, которым наполнена наша работа. Мы, не секрет, что во всех наших визитах, во всех наших контактах особо подчеркиваем союзнический характер отношений с Российской Федерацией, с нашим главным союзником, партнером и другом. Кстати, хочу сказать, что мы проинформировали Сергея Викторовича о том, что загранучреждения Российской Федерации, дипломатические ведомства оказывают на протяжении всего этого периода нам очень существенную деятельную помощь. Это всегда партнерское взаимодействие, это всегда союзнический дух и, как я уже сказал, проявление скоординированной внешней политики между Абхазией и Россией. Основные вопросы еще вот какие-то обсуждались там касаемо, допустим, общей безопасности. Разумеется, мы обменялись мнениями по всему спектру сегодняшней ситуации в регионе, который соседствует с нами. Это, как известно, регион Южного Кавказа, Восточного Причерноморья. И здесь я хочу сказать, что наши оценки полностью совпадают. Конечно, мы внимательно следим за теми динамичными процессами, которые разворачиваются сегодня в закавказских республиках, соседних с нами. И мы должны быть здесь очень внимательны. Здесь идет и очень серьезная аналитическая работа, и обмен информацией, обмен мнениями с нашими стратегическими союзниками, с Россией. Конечно, мы большое значение уделяем сохранению вот этих высоких стандартов обеспечения безопасности, сохранения общей архитектуры стабильности, безопасности в регионе, поскольку это напрямую влияет на жизнь, на деятельность нашей страны. Конечно, здесь партнерство с Россией имеет колоссальное значение. Мы обменялись мнениями и информацией по тем процессам, которые сейчас происходят в соседнем государстве, в Республике Грузия. Как известно, встреча состоялась вот непосредственно накануне муниципальных выборов в Грузии, поэтому мы уделили и этой теме, конечно, важное время, большое время и важное значение. Ну, я думаю, что те процессы, которые проистекают между Грузией и Азербайджаном и попытками поучаствовать в модерации этих процессов со стороны третьих стран, которые достаточно удалены от нашего региона, они тоже не остались без нашего совместного внимания. И, конечно, обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки. В частности, мы поставили вопрос о новом порядке пересечения государственной границы России и Абхазии со стороны несовершеннолетних граждан Российской Федерации. Вступили, как известно, в силу поправки к федеральному закону, который регулирует въезд и выезд граждан Российской Федерации, которые не достигли 14 лет. И поэтому, конечно, мы и этому уделили внимание. Я, если потребуется, могу подробнее об этом рассказать. Конечно, большое внимание было уделено тем динамичным изменениям, которые сегодня происходят между Абхазией и Россией. Тем масштабным проектам, которые осуществляются в Абхазии при помощи Российской Федерации. Как известно, сегодня растет число таких форматов. Это и сотрудничество в области образования, в области медицины, культуры, молодежной политики. Мы с вами, как и все граждане Абхазии, очевидно,
наблюдаем вот тот большой перечень форматов, которые сегодня активизируются в нашем глобальном двустороннем сотрудничестве. Ну и, разумеется, мы говорили о том, какова направленность наших действий, что называется, на внешнем контуре. Мы подробно проинформировали министра иностранных дел России о наших визитах в Сирию, о тех переговорах, которые состоялись в ходе 2 уже визитов на самом высоком уровне в Сирии, о том, какие полезные выводы можно извлечь и для наших российских коллег из нашего опыта. И, разумеется, это все вызывало большой интерес. Так же, как и наша активность на латиноамериканском направлении. Мы проинформировали, какую работу мы проводим и в этом очень интересном, важном, очень сложном, динамично меняющемся сегодня регионе. Там тоже появляются дополнительные форматы возможностей, открываются новые окна возможностей. И мы при помощи и содействии наших российских коллег, внешнеполитического ведомства, посольств Российской Федерации в этих странах, мы обязательно собираемся их использовать. Наша сирийская диаспора, я, насколько слышал, тоже оказывает свою помощь в диалоге сирийско-российском. Ну, я в принципе хочу сказать мое глубокое убеждение, и я поделился им с моим российским глубоко уважаемым коллегой, о том, что диаспоры, абхазские, адыгские диаспоры в этих странах, вообще в странах Ближнего Востока, в Турецкой Республике, они являются существенным внутриполитическим фактором. Это важный фактор для правительства любой из этих стран, поскольку они там многочисленны, они достаточно сплоченны. И я считаю, что вести среди этих слоев населения той или иной страны просветительскую важную работу о сегодняшнем дне Абхазии, о том, насколько динамично развивается Абхазия, как она укрепляет свою обороноспособность, как она соблюдает стандарты безопасности, как развивается ее инфраструктура. И все это происходит при помощи наших российских союзников и друзей. Это очень важная часть работы. Вот мы, как страна, которая верна своим союзническим обязательствам, которая является страной-другом для великой мировой державы России, мы именно так себя и ведем на внешнем контуре. И там, где возможно и требуется лишний раз подчеркнуть роль и фактор наших союзнических отношений, мы никогда не упускаем такой возможности. Поэтому, конечно, диаспора, в том числе и, допустим, вот в Сирийской Арабской Республике, мы этому фактору уделяем большое значение. Не секрет, что вот на недавней международной дамасской ярмарке, которая собрала 48 стран-участников, абхазский павильон, абхазская большая экспозиция была самой часто посещаемой. То есть огромное количество людей посетило наше представительство на этой ярмарке, увидели наши возможности, увидели наши достижения, вспомнили наглядно демонстрируемые элементы нашей культуры, нашего быта, нашей истории, а мы это активно пропагандировали. И, разумеется, мы там представляли в том числе и самые амбициозные сегодняшние инфраструктурные проекты, такие как международный аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардземба, такие как новые порты, создание которого близится к завершению, который будет, с моей точки зрения, обязательно важной составляющей вот в этом логистическом, транзитном, транспортном сотрудничестве. И это также укрепляет нашу роль и делает серьезным наше место вот в этой глобальной кооперации. Поэтому, конечно, здесь роль диаспор важна. Мы хотим, чтобы наши соотечественники за рубежом понимали устремления абхазского государства, руководства Абхазии. Мы их информируем о том, что Абхазия не может чувствовать себя в безопасности и эффективно, динамично развиваться
без сотрудничества и стратегического союзничества с нашим главным партнером Россией. И я считаю, что это находит очень такой действенный, серьезный отклик. Люди с большим интересом узнают о том, каков сегодня, вот сегодняшний день страны, которую они считают своей. Поэтому, я думаю, здесь еще и важная просветительская функция присутствует с нашей стороны, и мы не боимся этой работы, охотно берем на себя эту миссию, и также и будем продолжать дальше. Глядя на сегодняшний такой вот быстро меняющийся мир, когда уже вот не работает та система безопасности, которая сложилась после Второй Отечественной войны, и вот если смотреть даже на страны, входящие в НАТО, насколько они сегодня, по-моему, незащищенные. Если смотреть на страны СНГ, некоторые, вот, Азербайджан, Армения и в Грузии, вот буквально на днях опять пытаются там сменить власть заинтересованные государства. Все это, конечно, говорит о том, что мир сегодня очень такой, скажем, такой небезопасный, и поэтому наше положение в нем, безусловно, нас беспокоит. И такие вот даже страны, как Казахстан, мы видим, что и на них давят, и на всех. То есть даже Германия, казалось бы, такая великая страна, но там какую дадут команду, бегом это и выполняет. Ну, так вот, на первый взгляд. Вот каково наше положение в мире, вот насколько мы находимся там в безопасности? Ну, я прежде всего хочу сказать, что во многом согласен с вашими оценками. Разумеется, мы сегодня видим множество примеров перед глазами, когда вот этот глобальный клуб глобалистов диктует свою волю и свою логику действий национальным правительствам западных стран. Не все, к сожалению, правительства западных стран проводят национально ориентированную политику. Это мое глубокое убеждение. Такое ощущение, что есть некий единый центр управления, который, уже проработав определенную стратегию, навязывает волю, как это ни парадоксально, национальным правительствам суверенных государств. И здесь, конечно, очень важен фактор противодействия этой тенденции. Но мы видим, что такие тенденции противодействия этому коллективному глобалистскому клубу, они набирают силы. Вот недавние форматы, которые состоялись при ведущей роли Российской Федерации, Китайской Народной Республики, они ясно об этом нам диктуют. Они демонстрируют эти процессы. Шанхайская организация сотрудничества, формат БРИКС, который приобретает все большее количество сторонников. Есть большое количество предложений от различных стран, которые еще не присоединились к этим форматам, о том, что они считали бы для себя выгодным и справедливым, особо замечу, присоединиться вот к новому формату, зарождающемуся, создающемуся, формату глобального юга, глобального востока. Это сегодняшние реалии. Надо их учитывать, и мы должны отдавать себе отчет в том, что нам как раз-таки дорога лежит туда, к этим форматам. Абхазия, я уверен, со временем, нравится это кому-то или нет, займет свое достойное место на евразийском, на постсоветском пространстве. Абхазия, по сути, это неотъемлемая часть общего глобального евразийского пространства. Несмотря на свои небольшие территориальные размеры и не на слишком многочисленное население, но само геостратегическое положение, географическое положение нашей страны, безусловно, подтверждает тот тезис о том, что Абхазия является важным игроком, важной страной, как минимум в регионе Южного Кавказа, Восточного Причерноморья, и при определенной политической конъюнктуре, нарастив свои возможности в содружестве с Российской Федерацией, укрепив свою инфраструктуру, укрепив экономические институты и развив их
обязательно займет свое достойное место. Что для этого требуется? Помимо глобального сотрудничества с нашим главным партнером, необходимо также выстраивать и с другими странами, которые готовы нас услышать, которые не являются враждебными России и Абхазии, которые готовы воспринимать нашу логику, которые относятся к нам с уважением, к нашему государственному суверенитету, к нашим внешнеполитическим устремлениям, к решению абхазского народа о собственном пути, которые относятся к этому с уважением и с вниманием, мы готовы с ними разговаривать. Для этого нам требуется не слишком большой набор. Это компетентность, это ответственность, координация наших важных шагов с главными союзниками и партнерами и, конечно, воля. Мы для этого должны выстроить эффективный, собственный, государственный, национальный проект. Тем более, что у нас для этого сложились благоприятные условия. Ну, посмотрите, есть рядом большой российский, дружелюбный, масштабный рынок. Он очень емкий. Это возможность для развития нашей экономики. Это возможность для развития наших производств. Мы уже оснастили это потенциальное сотрудничество договорно-правовой базой. Например, уже давно подписан между Абхазией и Россией, подписано соглашение о режиме торговли товарами. Оно как раз и призвано обеспечить вот это взаимодействие и стимулировать дополнительное развитие производительных сил в Абхазии. Новое производство, новые проекты экономические с высокой степенью генерации прибыли, новые высокотехнологичные производства, пусть и небольшие на данном этапе. Это то направление, по которому мы должны двигаться. Вот короткий, очень короткий перечень тех шагов, которые стоит предпринять, и тех стандартов, которыми мы должны руководствоваться для того, чтобы быть эффективным, важным игроком, как я уже сказал, несмотря на небольшие размеры нашего государства, вот в этом региональном сотрудничестве, в этой региональной кооперации. Конечно, я думаю, что те усилия, которые предпринимает руководство Абхазии, которое предпринимает внешнеполитическое ведомство Абхазии, эти усилия дадут свой эффект на внешнеполитической арене, а укрепляющееся сотрудничество с Российской Федерацией, экономические проекты, которыми наполняется это содержание, они, конечно, создадут прочный фундамент, базис для вот подобной деятельности. Я считаю, что в современных условиях, когда мир, как вы выразились совершенно справедливо, очень стремительно меняется, это для нас не только вызовы, но и серьезное окно возможностей. Уверен, что мы сможем им воспользоваться. Конечно же, когда мы видим, как американцы относятся к своим партнерам, настолько нестабильные у них взаимоотношения, очень важно, кто у тебя партнер, безусловно. Разумеется, вы знаете, мне кажется, помимо соображений целесообразности, которым, разумеется, руководствуются все страны в своей деятельности, да, разумеется. Кроме этого, существуют еще и нравственные нормы и категории. И поэтому нам здесь легко говорить об этом. Мы вместе с нашими союзниками, убежден в этом, мы на стороне добра, мы на стороне справедливости. И это еще раз подчеркивает тот партнерский дух, который между нами сложился. Не только буква, я хочу заметить, но и дух этого подлинного партнерства и союзничества, которое мы исповедуем в отношениях с дружественными странами. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Мы продолжим это сотрудничество. Мы считаем, что этот путь оправдан и нравственно, и морально. И это соответствует нашим историческим, коренным интересам нашего народа, нашей страны. Олег Сасович, все еще продолжаются на Женевской площадке вот дискуссии, да, вот эти, и как известно, вот в ближайшее время должна состояться встреча, да, вот какие наши ожидания вот от этой площадки? Ну, как известно, женевские дискуссии продолжаются уже длительное время.
Действительно, в начале ноября состоится очередной раунд дискуссий по безопасности в Закавказье, так называемый Женевский формат. Наша делегация, конечно, будет представлена там, так же, как и делегация Российской Федерации, Южной Осетии. И западные участники, постоянные участники этого важного для нас формата. В этом году, в этот раунд, абхазскую делегацию буду возглавлять я лично. Мы уже провели такое установочное заседание, координирующее заседание с нашими российскими и юго-остинскими коллегами в Москве 2 недели назад. Поэтому у нас есть четкое понимание тех позиций, тех тезисов, которые мы будем озвучивать в Женеве. Они отличаются завидной постоянностью с нашей стороны. Мы стоим на позициях необходимости, прежде всего, принятия взаимного юридически обязывающего соглашения о невозобновлении применения военной силы. Как известно, грузинская сторона с упорством, достойным лучшего применения, отвергает эти предложения на протяжении длительного времени. И, кстати, недавно руководство Грузии в заявлении премьер-министра Кобахидзе, я думаю, предельно раскрыла свои карты, свои намерения, устремления. Как известно, после всех громких заявлений в предвыборный период в октябре 2024 года, когда грузинское руководство декларировало готовность извиниться, начать работу по улучшению отношений с соседними странами, имеется в виду Республика Абхазия и Республика Южная Осетия Алания, сегодня выясняется, что это была не более чем предвыборная риторика. Сегодня руководство Грузии безапелляционно заявляет о абсолютном нежелании вести какие-либо разговоры о неприменении военной силы. В своем выступлении Кобахидзе даже назвал подобные планы несерьезными. Ну, мы, разумеется, это фиксируем и понимаем истинные цели и намерения грузинского руководства. Поэтому иллюзий никаких нет. Однако это не умаляет нашей решимости вместе с нашими партнерами еще раз, в очередной раз, продекларировать свою приверженность мирному решению этой проблемы. Альтернативы подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы с нашей точки зрения нет. Хочу заметить и еще раз обратить внимание грузинского руководства на тот факт, что безопасность Республики Абхазия, Республики Южная Осетия гарантируется нашим стратегическим союзникам и партнерам Российской Федерации. Так же, как и собственными возможностями наших стран. Как известно, растет материально-техническое оснащение Республики Абхазия в военном аспекте, постоянное взаимодействие с нашими российскими коллегами на уровне руководства оборонных ведомств, на уровне постоянных учений, отработки новых элементов боевого слаживания. Это, конечно, я думаю, серьезный фактор для того, чтобы остудить некоторые горячие головы в Тбилиси. Мы на полях женевских консультаций еще раз подтвердим необходимость подписания такого соглашения. Думаю, что здравомыслящие политики, представители истеблишмента западных стран в конце концов должны осознать всю бесперспективность другого пути. Нет альтернативы, кроме как признать существующие сегодня в регионе реалии. Реалии таковы, что есть суверенное государство, Республика Абхазия, и во взаимоотношениях с ней Грузия должна руководствоваться данными реалиями, которые уже давно сложились в регионе. То упорство Запада, с каким они вот хотят сменить режим в Грузии, вот и эти дни там неспокойно. Какие у них цели и к чему нам надо быть готовым? Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. При этом, как я уже ранее сказал,
военно-политические риски для нашей страны во многом нивелированы, практически в главном нивелированы путем соглашения договора о союзничестве, дружбе и партнерстве с Российской Федерацией, военным договором, который также имеет место быть среди главных, так скажем, документов нашей договорно-правовой базы между Россией и Абхазией. А попытки, о которых вы сказали, со стороны коллективного Запада, они никуда не денутся. Надо быть реалистами и отчетливо осознавать, что единственный вариант, который устроит этот коллективный Запад, это абсолютные вассальные режимы, которые должны функционировать с их точки зрения по указке из Вашингтона и Брюсселя. Мы же помним хорошо тот период, когда в ходе вот этой ситуации с специальной военной операцией зарубежные, западные страны, западные руководители усиленно давили на правительство Грузии, имея целью прежде всего создать новый очаг напряженности на внешнем контуре, на периметре близком к Российской Федерации, для того, чтобы еще больше осложнить, значит, ситуацию в регионе, для того, чтобы отвлечь силы, ресурсы со стороны России и так далее. Им это не удалось, но это не значит, что эти попытки будут прекращены. Еще раз подчеркиваю, что целью западных режиссеров является абсолютная покорность со стороны национальных правительств той или иной страны, в которой они имеют свои интересы. Ну, мы, конечно, видим эти вызовы, и поэтому укрепляем наше сотрудничество с нашим партнером и, конечно, собственные ресурсы, собственные возможности постоянно оттачиваем и доводим их до новых стандартов, до нового уровня. Я думаю, это самая эффективная политика. Ну вот руководство Грузии, видно, что все-таки инстинкт самосохранения у них работает. Вот, ну, в плане вот открывать здесь фронт там очередной для России. А вот как поведут себя руководители, назначенные, ну вот фактически, когда сателлиты, это, конечно. Ну, это сложно предугадать. Что касается Грузии, я убежден в том, что в свое время, в 2008 году, была получена очень серьезная прививка от подобных настроений, от этих шапкозакидательских планов, потому что я думаю, что и истеблишмент этой страны, и общество увидели, насколько разрушительные последствия могут иметь авантюрные планы руководителей. Думаю, что все-таки здравый смысл возобладает, и мы продолжим все-таки попытки решить дипломатическим путем существующие между нами проблемы. Курс Абхазии предопределен, выбран давно, он установлен нашим народом. Он сегодня имеет выражение в нашем стремлении к строительству суверенного, демократического, независимого государства, которое выбирает себе партнерами, союзниками, как я уже сказал, те страны, которые готовы действовать с нами на взаимоуважительной, продуктивной, конструктивной основе. Сегодня, еще раз повторю, у нас есть главный союзник и партнер, и это во многом обеспечивает нашу безопасность и создает условия для нашего устойчивого социально-экономического развития. Ну, думаю, что наши соседи не будут испытывать судьбу, особенно вот глядя на то, что происходит сегодня. Спасибо вам большое за интервью, Олег Константинович.